Сегодня у нас очередное мероприятие, оно 4-е в Нижнекамске. 3 мероприятия мы провели в прошлом году, в 2025 году. И вот нынче год тоже начали с этого мероприятия. В чем суть этого мероприятия? Смысл? Смысл: мы собираем периодически семьи, это родителей, это вдовы, это родственники, семьи, где погибли ребята. Задача этих встреч, чтобы эти родители, жены, родственники, чтобы они понимали, что они не одни, что мы с ними. Во-первых, они между собой знакомятся, создают группы, общаются, какие-то там вопросы общие. Ну, грустная история. Семьи потеряли членов семьи. Мы все это прекрасно понимаем. Из этой ситуации, как нам вот? Мы должны объяснить им, что жертвы были не зря, что мы о них помним. И воевали они за нас, и погибли за нас, за нашу мирную жизнь, за благополучие нашей страны, России. Они погибли. Сегодня разговаривали, пожелали родителям, родственникам, чтобы они берегли себя, чтобы у них было хорошее здоровье. Здесь мы не делим на нации, мы приглашаем и православных, и мусульман, потому что у нас же на линии фронта в одном окопе. Окоп ведь не делится, здесь и мусульмане, и буддисты, может быть, и православные. Мы эту встречу проводим накануне, значит, священного месяца, месяц поста, и у православных нынче почти совпадает, да. Сегодня очень много новых людей у нас. И мы сегодня здесь и из Казани приехали, и из Тюлячи. Здесь возникает очень много вопросов. Такие вопросы вот мы на эти встречи всегда, вот и на 3 встречи в прошлом году, и нынче вот на последней встрече осенью был лично Ратмир Ильдарович Беляев, глава города. Сегодня вот здесь практически 3 главы администрации, замы, значит, присутствует. Не везде администрация уделяет такое, значит, внимание семьям. А в Нижнекамске уделяется большое внимание, поэтому, значит, здесь как пример, наверное, можно и рассматривать деятельность. Вот они с душой к этому очень подходят. Вот все вопросы, которые поднимают родственники, они все записываются, лично передаются. Пусть земля будет пухом, мы их помним и будем помнить. Когда мы едины, мы действительно непобедимы. Бирдамлик таккаш. Понимаю, Аллах Субханаху ва Тааля испытывает каждого человека разными степенями и разным образом. Пусть Всевышний Аллах примет те старания, которые на сегодняшний день делают волонтеры. Как родители, наверное, упускаем, это в том числе и воспитание, и патриотическое воспитание в том числе. Да, то есть уже с детства прививать. Недаром же говорят, воспитывай ребенка, пока он поперек лавки помещается. Вот недавно в ресурсном центре прошло мероприятие, называется «Кызыл ромашка». Самому маленькому участнику мероприятия было 5 месяцев. Самому маленькому участнику было 5 месяцев. Бишай, кишкина балайды. Поэтому джамаат уже начиная вот с этого возраста, да, закладывать любовь к родине. Как сказал достопочтенный пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Хуббуль ватан миналь иман». Любовь к родине от религии. Аллах Рабба Баскабулардан калсан, бигзур рахмат сизга. Отрадно присутствовать на мероприятии, где присутствуют матеря, отцы, семьи, жены, близкие родственники наших героев, погибших на СВО. Я считаю, что очень важно, тем более сегодня, проводить такого рода мероприятия, поддерживать наши семьи, наших героев, не только, наверное, сегодня материально, а именно духовно, да, ведь и поэтому очень важно сегодня собираться. И я благодарю организаторов за такое мероприятие, которое помогает в такое время находиться и быть вместе. Этим самым сердца наших семей, наших близких, наших ребят, они находятся вместе, они друг друга поддерживают, этим самым они легче проходят то время, когда действительно тяжело. Тяжело от того, что они потеряли своих родных сыновей, своих мужей, своих близких. Это, наверное, никому не понять, поэтому очень важно именно через религию, через ислам рассказывать, объяснять
насколько это все каждый, кому Всевышний предписал, это испытание пройти, и как это нужно правильно проходить, как можно это правильно пройти. Поэтому очень отрадно, я очень рад, что такие мероприятия проходят очень часто в нашем районе, в Нижнекамске, благодаря вот конгрессу нашему, да, ребятам, активистам. И уверен, что данная работа, она будет обязательно поощрена, определенной наградой от Всевышнего, иншаллах. Поэтому еще раз всем спасибо организаторам, и пусть данного рода мероприятия, они действительно проходят, и пусть Всевышний одарит милостью всех организаторов. Ну и, конечно же, близких, тех, которые воспитали, которые были рядом с нашими героями, которые сегодня, к сожалению, не с нами, но они защищали нашу страну, и благодаря им сегодня наша страна живет, так скажем, в спокойствии. Меня зовут Наталья, я руководитель волонтерского движения «По зову сердцу». Хотелось бы выразить огромную благодарность всем организаторам данного мероприятия. Такие встречи сплочают, объединяют семьи. Нужно чаще собираться, нужно быть все вместе. Когда мы едины, мы непобедимы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Талам хезмәттә булган мөселман кардәшләребезгә бәрәкәтеңне, тауфигыңны иңдерсәң иде. Шушы бирелгән сынауларны чын мөэмин мөселман буларак үтеп, я газиз Аллаһым, үзеңнең яраткан бәндәләреңнән булырга насыйп әйләсәң иде. Шушы фәни дөньядан бакый дөньяга күчкән якыннарыбызның, дусларыбызның, мөселман кардәшләребезнең рухлары шат кылып, урыннары җәннәттә булса иде. Аларны һәм киләчәктә үзебезне дә кабер газапларыннан, тәмук утларыннан үзең генә сакласаң иде. Бирахматика я архамур рахимин. Меня зовут Ибрагимова Гульнара Ибрагимовна. Я вдова погибшего на СВО, кадрового военнослужащего. Это мои дети. Мы благодарим Национальный конгресс татар за приглашение на это мероприятие. Сегодня на нашем мероприятии присутствовало более 60 семей погибших на СВО. Национальный конгресс татар является членом нашего патриотического союза, который открылся при ресурсном центре «Опора героев». Председателем ресурсного центра «Опора героев» и председателем патриотического союза, в который входит более 40 организаций, волонтерских движений, молодежных движений, благотворительных фондов, является Мансур Хазрат Джалильдинов. Он является заместителем муфтия Республики Татарстан. Также благодарим Хабибуллина Давида за организацию этого мероприятия. Пока мы едины, мы непобедимы. Альхамдулилля, по милости Всевышнему, в 2026 году мы провели первое свое мероприятие. Сегодня мы в кафе «Сулейман» в городе Нижнекамске собрали наших семей, вдов, жен, наших бойцов, которые погибли в зоне проведения специальной военной операции. Чем примечательно это мероприятие? Тем, что здесь были семьи не только с города Нижнекамска, но и с районов. Приехали с Телечинского района, с города Казани, представители ресурсного центра «Опора героев» при предводительстве Мансур Хазрата Джалалидинова. Хотелось бы огромное спасибо сказать всем семьям, которые нашли силы прийти в себя. Администрации города Нижнекамска, которые остались неравнодушны и пришли, поддержали нас, бойцов, поддержали семьи, которые сегодня присутствовали на нашем мероприятии. Хотелось бы, чтобы мы так почаще собирались. Очень много положительных эмоций мы получили, обменялись опытом, обменялись своими контактами для того, чтобы в будущем при каких-то проблемах, при каких-то взаимодействиях нам было легче решать какие-то проблемы. То есть, чтобы мы взяли наши номеры и позвонили, сказали, вот у меня такая проблема, мне нужна помощь. Потому что когда мы едины, мы непобедимы. Без берга булдырабыз, алга, победа будет за нами. Проведено было очередное мероприятие с членами семей погибших в специальной военной операции наших защитников Отечества. На таких мероприятиях я участвую очень часто. Дело в том, что благодаря руководству района, республики эти мероприятия проводятся. Что необходимо, я считаю, для наших семей погибших наших защитников. Здесь они общаются, здесь они знакомятся. Это одна единая семья теперь, которая будет придавать сил в эти трудные минуты быть вместе и пережить утрату близкого человека.
И очень необходимо, я считаю, спасибо всем организаторам, представителям республики, руководству города и района. И, конечно же, да, особо я хочу отметить благодарность семьям наших защитников, которые отдали свои жизни. Их память пусть сохранится в наших сердцах, и мы эту память должны пронести через века и передать в следующее поколение. Хотелось бы выразить слова благодарности за сегодняшнее мероприятие, которое объединило членов семей погибших города Нижнекамска. Пожелать всем самое главное здоровья, чтобы всегда была вера в самое лучшее и хорошее, чтобы она оставалась до конца наших дней. И, конечно же, выразить благодарность администрации города, Конгрессу татар, выразить огромную благодарность волонтерам города, всей Республики Татарстан за ту помощь, которая оказывается для членов семей погибших и для ветеранов нашей страны. Моя фамилия Канцер Рустам Георгиевич, я являюсь участником боевых действий на Северном Кавказе и СВО. Также я являюсь социальным координатором Нижнекамского муниципального района города Нижнекамска. С нашими коллегами мы хотим сказать слова благодарности, что наши семьи, членов семьи погибших, которые собрались сегодня здесь, никогда не забываются. Также те семьи, которые сейчас на данный момент стоят в статусе без вести пропавших, также приглашают. И нету, конечно же, разногласия того, что православный ли человек, мусульманин ли, все мы едины, подходим под Богом. И вот эти такие вот встречи, они именно укрепляют наших семей. И, конечно же, мы рады тому, что нас приглашают вместе с ними, мы их приглашаем. И они видят как и поддержку, так и ту небольшую любовь, которая сейчас именно передается не только через какие-то социальные меры поддержки, но и, конечно же, через вот это вот общение. Так что большая благодарность всем, кто организовал данное мероприятие. И от Фонда защитника Отечества большая благодарность. Бигзур рахмат сизге. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Меня зовут Алмаз. Алмаз Хазрат, я имам мечети Белял города Казани. Сегодня прошло очень важное событие, очень важное мероприятие, встреча семей участников СВО. Очень радостно присутствовать на таком мероприятии. Всевышний Аллах призывает к единству, как это видно во всех историях пророков и во всех историях, которые Всевышний Аллах заложил в Священном Коране. Как говорит наш многоуважаемый Мансур Хазрат, в единстве сила. Пока мы едины, мы непобедимы. В ходе мероприятия, альхамдулилля, присутствовали также и дети, которым это мероприятие послужило неким примером. Ведь в первую очередь наши дети видят, и только потом они слышат. В точности так же, как и мы с вами. Детей, когда мы воспитываем, мы же что делаем? В первую очередь примером показываем. А во-вторых, на этом мероприятии были подняты очень важные и актуальные вопросы участников семьи СВО, а также был прочитан священный Коран и сделана дуа. Пусть Всевышний Аллах примет наши мольбы и сделает нас из числа любимых Ему рабов.